Біз мультфильмні сейреткеннен соң бұл студияда мұсафирлерді қабыл етмеге әр вақыт азырмыз, ашықамыз. Ве бүгінде ойлы күн, ве біздің студиямызда мерақлы мұсафирлер. Мевзу ақында шымды айтайық ма еді сон? Сен тағдым ет, мен ісі мевзумызды сон айтacağım. Яқшы. Демек, сайқлы сержілеріміз, бүгін біздің студиямызда Ескендер Муждабаев, Ахмеджет шер мемориеті милетлер ара мұнасибетлері бөлігінің башы ве Екатерина Хазиева, Ахмеджет шер мемориеті милетлер ара мұнасибетлері бөлігінің милли медини мұхтариетлері или ишлері бойынша мудирі. Машалла Али. Демек, достар, бүгін біз мерақлы мевзу üzerinde laf edeceğimiz, çünkü bilemiz yarın bütün Kırım boyunca birçok merasimler geçecek. Nasıl şeyin bağlıdır. Yarın bizim iki defa kahramanımız Ahmetхан Sultan'ın Katıra günü ve Ahmedcet şehrinde bu bayramga değil de bu hatırasına nasıl tedbirler geçecek ve aslında milli muhtariyetlerimizin işleri hakkında tamam bu mevzu üzerinde biz misafirlerimiz ile laf edeceğiz. Şunun için buyurunuz bizim sohbetimizge. Сelamun алейкум, здравствуйте, рада приветствовать вас у нас в гостях. Sabahınız nasıl başlandı? Как началось ваше утро? Как оно начинается зачастую? Ну, у меня традиционно начинается с чашечки кофе. То есть заряд бодрости хватает на весь рабочий день и будни. Ну, у меня тоже аналогично, особенно в такую погоду. Хочется чего-то горячего, ароматного кофе, плотный завтрак, душ, конечно же, ну и хорошее настроение. Неотъемлемая часть. Да, немаловажно, действительно. Эскендер Бей, завтра на территории всего Крыма пройдут мероприятия, посвященные нашему великому герою, поистине великому герою. Симферополь, какие подготовил мероприятия, посвященные памяти Ahmetхана Султана? И прежде всего, насколько важны для нас эти мероприятия, почему нам важно вспоминать о таких великих людях? Ну, очень важно вспоминать, потому что мы должны передавать нашему молодому поколению те заслуги, те подвиги, которые совершают наши герои, дважды герои. И вот традиционно в городе Симферополе ежегодно, 2 раза в год, жители Симферополя и приезжие, и гости всегда помнят 2 даты. Это День смерти и День рождения. Вот 1 февраля традиционно в городе Симферополе на площади Ahmetхана Султана, вот в центре города, проводится митинг, возложение цветов к памятной доске. А в день рождения, конечно, праздничное мероприятие, там выступают и оркестр, и другие гости. То есть сама работа, подготовительная часть, ее вроде бы как не видно, но вот мы каждый год организовываем данное мероприятие, просто знаем, что у нас вот идет плотное взаимодействие со всеми ведомствами города Симферополя, администрации города по подготовке, чтобы все эти мероприятия, такие знатные, памятные, у нас хорошо прошли на достойном уровне. Более предметно по сценарному плану мероприятия, вот Екатерина может более предметно рассказать, чтобы вот наши соотечественники, зрители, которые сейчас нас смотрят, кто неравнодушные, тоже приняли участие в данном мероприятии. Екатерина Ханом, дополнительный будет вопрос. Особенно нас интересует, скажите, в школах, какие будут проходить мероприятия, возможно, какие-то памятные уроки, ведь немаловажно, чтобы именно подрастающее поколение знало об этом. Конечно. Ну, поскольку все-таки это День памяти, День смерти, само мероприятие будет проводиться в такой более строгой форме, скажем так. У нас планируется завтра участие таких заслуженных артистов, как Урина Киджакаева, Левиза Челбашева, да. По поводу молодого поколения, конечно же, мы привлекаем всячески учащихся школ наших. У нас активно с нами взаимодействует 42-я школа, 4-я школа. Вот непосредственно завтра учащиеся 4-й школы, там целый класс, 30 человек, они у нас будут читать балладу в память об Ahmetхане Султане. Вот, сейчас они так волнуются, активно готовятся к этому мероприятию. Ну и в целом у нас проводятся тоже по классам такие как тематические часы, то есть непосредственно там рассказывается о
не только об Аминхане Султане, в целом о героях Отечества. Вот. Приглашаются в такие дни у нас дети в музей, вот непосредственно, например, наш Крымско-Татарский музей. Им там проводится экскурсия, показывается фильм в память, ну вот, если мы говорим, да, вот о завтрашнем мероприятии в память об Аминхане Султане. Вот. То есть, конечно, мы всячески просвещаем наше молодое поколение, потому что на самом деле это очень важно, чтобы наши дети, они не только чтили память, но и знали также, знали историю свою, знали вот своих героев. А во сколько завтра начнется это мероприятие? Мероприятие начнется в 12 часов дня на площади Аминхана Султана. И вот если учитывать, да, по сценарию, сколько пройдет это мероприятие? Ну, ориентировочно оно будет где-то длиться порядка получаса, минут 30. То есть это будет выступление первых лиц города, возможно, даже первых лиц республики. Вот я уже повторюсь, это будет исполнение песен в память об Аминхане Султане, баллада. Ну и, конечно, все закончится возложением цветов к доске памяти Аминхана Султана. И вот хотел добавить, что непосредственно данное мероприятие вот начинается с молебни, то есть у нас мы совместно с Духовным управлением мусульман Крыма и города Севастополя эти мероприятия проводим, то есть соблюдая все каноны, то есть с молебня о памяти и уже непосредственно переходит плавно в основную часть мероприятия. Хотелось бы еще дополнить свой вопрос, спросить, а вот вы сотрудничаете непосредственно тесно с культурно-национальными автономиями. Мы знаем, что Аминхан Султан – герой не только крымско-татарского народа, а всего Крыма, всей России, скажем, всего мира. Это действительно так. Как другие национально-культурные автономии? Принимают ли они участие в подготовке? Помогают ли они? Интересуются ли они такого рода мероприятиями? Конечно же, да, у нас также приглашены другие национально-культурные автономии. У нас приглашена непосредственно национально-культурная автономия дагестанцев, она у нас такая есть. То есть им будет, конечно, дано приветственное слово. Вот, поэтому мы так, конечно, плотно взаимодействуем и готовимся к этому мероприятию. Хотелось бы добавить, что у нас вот при главе администрации создан такой межнациональный совет, где все время рассматриваются предложения, обсуждения всех тематических мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиций всех национальностей, которые проживают в Крыму и, в частности, в городе Симферополе. То есть все наиболее стали активнее вести эту деятельность такую культурную. Поэтому, то есть работа у нас с каждым годом показывает практика, что ребята все становятся активнее, интереснее, сами креативят в своих мероприятиях, поэтому это очень хорошо. А в других городах Крыма планируются ли проводиться подобные мероприятия и вообще есть ли контакт, информация по поводу других городов? Тяжело говорить за другие города, но я знаю, что вот у нас есть музей Аминхана Султана в Алупке, и там тоже в Ялтинском регионе проводятся такие мероприятия, которые направлены на память наших героев. Эскендер Бей, сейчас уже январь подходит к концу, уже начался 2017 год, но несмотря на это, зачастую в январе еще подводят итоги уходящего 2016 года. Каким он был, в частности, для Комитета по межнациональным отношениям по городу Симферополю, и какие планы на 2017 год? Планы грандиозные, работа над ошибками прошлого года, конечно, они есть. Но если сравнивать 15 и 16 года, то, конечно, 16 он насыщеннее, более было, ярче мероприятий, работа была, более, знаете, как интересная и динамичная, да, подсказывают. Поэтому планы как можно больше привлечь уже и молодых наших, общественную молодежь, потому что она у нас немного пассивная. С прошлого года мы можем проводить такую аналитику. Но хотелось бы, чтобы молодое поколение тоже подключалось в работу, в мероприятия. То есть была такая, знаете, активная гражданская позиция. В том числе мы на завтрашнее мероприятие пригласили студентов КИПУ, потому что
наши студенты должны знать, что вот такие мероприятия, потому что, как правило, они все иногородние, ну, приедут к себе в регион, в район и скажут, что мы побывали там-то, там-то. То есть это тоже будет интересно для тех жителей, которые очень хотят, но не приехали или не приедут на завтрашнее мероприятие. Поэтому вот. Вот вы сказали насчет молодежи, то, что она пассивная, и посмотрев 2016, это есть тенденция к тому, чтобы с каждым годом количество молодежи сокращалось, именно желающих помогать, или наоборот увеличивается? Наоборот, вот смотрите, в наших микрорайонах компактного проживания ежегодно проводятся такие культурные, религиозные праздники. Как правило, мы всегда туда выезжаем, общаемся с инициативниками, то есть так называемые ТОСы в регионах, то есть территориальный орган самоуправления, где есть инициативная группа, и, как правило, все время вот в подготовительной части принимает участие уже взрослое поколение. Ну, молодежь как-то вот что-то... Хотелось бы немного, чтобы они были поактивнее, потому что непосредственно эти праздники, они будут получать эту эстафетную палочку, да, и дальше проводить уже для своих детей, для своих родных. То есть вот... Возможно, молодежь вот немножко волнуется. Они, может быть, и хотят, но не Боятся уверены. Да, ответственности. вот ответственность. Пусть приходят, если есть такая активная молодежь, а вы как ведущий знаете, что вот есть, и их приглашаете, пусть к нам приходят, если это какие-то городские ребята, с удовольствием бы, ну, поставим работу, взаимодействие, потому что, ну, мы хотим, мы настроены позитивно, поэтому ждем активных ребят. Екатерина Ханум, для национально-культурных автономий чем ознаменовался 2016 год и как планируете строить работу уже в 2017? Ну, опять-таки, повторюсь, у нас в 2016 году было уже намного больше мероприятий, чем в 2015. Подведением итогов, скажем так, у нас стало мероприятие, посвященное Новому году, так называемая новогодняя встреча друзей, в котором у нас приняли участие коллективы от всех национальных культурных автономий. Мероприятие само у нас проходило в Крымско-Татарском театре. Вот. То есть такой формат был непринужденный, скажем так. То есть мы увидели различную культуру наших национальностей, которые проживают на территории города Симферополя. Мы увидели национальные костюмы, музыку услышали национальную. В конце мероприятия у нас все получили, конечно же, сладкие новогодние подарки, все участники. У нас никто не обделен остался. Вот. На 2017 год у нас еще больше мероприятий запланировано. На сегодняшний день у нас уже есть составлен уже план этих мероприятий. У нас их очень большое количество. Вот. Ну, ближайшее мероприятие у нас будет это День защитника Отечества, 23 февраля. Мы уже активно готовимся к нему. Опять-таки, то есть мы не забудем никого. Поздравим наших ветеранов, поздравим наших защитников Отечества. Вот. Ну и дальнейший план у нас уже намечен, будем активно работать. Мы желаем вам успехов, конечно, в 2017 году. И, Эскендер Бей, такой еще вопрос. Ваш отдел, вот как общественность может связаться с вами? Бывают ли у вас приемные дни? Можете ли вы помочь нашим соотечественникам в каких-либо вопросах? Соотечественникам, которые проживают на территории, естественно, Симферополя. Конечно, можем помочь. Наш отдел расположен в городе Симферополь, улица Самокиша, 30. Понедельник и среда приемные дни с утра до часу. Все специалисты и те граждане, у которых есть какая-то ну, проблемы там, своего рода, там, по жилищное, там, либо там, гражданство, либо ну, иное, за консультациями, какими-то рекомендациями пусть приходят. Конечно, наши все квалифицированные сотрудники окажут помощь, содействие. Чох Сагун, спасибо вам за полезную информацию, за то, что рассказали нам, как будет проходить завтрашнее мероприятие. Мы надеемся, что Эскендер Бей, наша молодежь все-таки будет активной и обязательно завтра примет участие в таком важном событии для нашего народа и для всего Крыма, безусловно. И в конце, по традиции, хотелось бы попросить вас что-нибудь пожелать нашим телезрителям. Возможно, Эскендер Бей, вы хотели бы как раз обратиться к нашей молодежи и подтолкнуть их на какие-то действия. Ну, хотел бы сначала поблагодарить, что пригласили. Да. Ну, пожелать каналу процветания. Ну и всем нашим друзьям, жителям мира, добра, терпения. Сагун. Ну, а
повторюсь опять за Искандером Серверовичем, конечно же, спасибо вам большое за приглашение. Приглашайте еще, с удовольствием придем к вам Всегда на передачу. рады приходите. Сау. Ну, а нашим телезрителям хотелось бы сказать доброе утро и хорошего активного дня. Çok sağ olun. Мы со своей стороны тоже желаем вам хорошего, продуктивного дня. Ve студиямызға да келіңіз. Енді мен белесем да көрішірік. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Бөлеліктің өрметлі сейіржеріміз, біздің субетіміздің сейреттіңіз. Шымды есе, біз Данин айтмаға естердік, мұны авалары суық, біздің мұсафірлеріміз бұны бізге айтқанлар, ама оле сыр оларақ нас айтылар яйын үшіндегіл оле бір версияда. Келіңіз, шымды есе мұны ава деңішмелері ақында да чоқ огренейік, чүнкі бұл күнлері ава деңіші жекмі, деңішме жекмі біз білмейміз, ама біздің ішдешіміз, Месликдешіміз Лиля ханым әр şeyini біле, сізге бүтін аваларының сырларыны, керчегіні ачықлайжақ. Келіңіз бераберлікте оны огренейік.